أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان وافقه القول барлық хамды сана барлық ұлықлау фақат бір Раббыбыз Аллахы субханаху ва тағалаға ғана хастыр. Көңіл түрлерінен шыққан салават шарифаларыбыз Пейғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға ғана ерішіп тұрса еді. В этот прекрасный вечер, в этой прекрасной мечети, пусть Всевышний Аллах Та'аля даст свой баракят, свою благодать всем тем братьям, которые пришли ради того, чтобы получить эти прекрасные знания. И, альхамдулилля, сегодня мы, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, постараемся продолжить историю пророка Адама, мир ему. И тема, на которой мы останавливались на прошлом уроке, это низвергание Адама и Евы с земли, с рая на землю. Поистине это очень интересная история, так как мы все с вами учились в советской школе, мы часто слышали, что есть эволюция, вот жили человекоподобные обезьяны, всякие там орангутанги, всякие там питеркантропы, гейдельбергские человеки, хомо сапиенсы. И нам всегда предлагали такой вариант, что человек, оказывается, раньше был обезьяной, а потом превратился именно вот такого умное существо, как хомо сапиенс. И на самом деле, дорогие братья и сестры, возникает закономерный вопрос. Что вообще Коран об этом говорит? Мы часто говорим, что никакой эволюции не было, ничего вот этого не происходило. Ну, поглубже кто-нибудь пытался изучать этот вопрос? Я думаю, мало кто пытался, мы просто говорим, что говорит толпа. Но на самом деле, если посмотреть Коран, если посмотреть хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, изучить, провести кияс, то есть аналогию, то мы заметим очень интересную вещь, то, что Адам и Ева, Адам и Хава, они жили в раю, не на земле. Они жили в том месте, где время, по идее, просто не существует. В раю нет времени, там вечность, менгелек. И поэтому, когда Адам и Ева были низвергнуты из рая на землю, они спустились на то место, где есть время, вакат. А что подвластно времени? Подвластны чему? Смерти. То есть они получили от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля не только жизнь, но также такое интересное состояние, как агония, то есть умирание, смерть. И поэтому нужно понимать, что если они жили до этого в раю, они были вечными существами, так как они были созданы Всевышним Аллахом именно в раю. А на земле все, что жило, было смертно. Все, что было на земле, было смертно. Поэтому, когда Адам, алейхиссалям, спустился на земле жили различные существа. Они жили и умирали, они развивались, кто-то становился лучше, кто-то становился хуже. Но когда Адам, алейхиссалям, пришел, мы допускаем, что, возможно, были какие-то человекоподобные обезьяны. Потому что кости есть. Безусловно, кости есть. В каждом музее можно найти кости, где похожие на людей. Да, возможно, они умели мычать друг на друга. Может, они из камней что-то умели создавать. Может, они умели что-то строить. Может, они, как вот некоторые дельфины, там переговариваются, у них 200-300 слов. Может, они даже между собой общались как-то. Но Адам, алейхиссалям, это абсолютно другой персонаж. Он гость на этой земле. Адам и Ева, они не из земли. А все, что было на этой земле так и продолжало жить. И поэтому, когда Адам и Ева спустились, Адам, алейхиссалям, Хауа, анабыз белән, җиргә төшкәндә, бу дөньяда нәрсә генә булмаган. Мамонтлар да йөгереп йөргән, саблезубый тигрлар да йөгереп йөргән, кешегә охшаган маймыллар да бәлки булгандыр, ләкин Адам белән Хауа килеп төшкәч, аларны Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, халифатул ард, мен сізні жер үстінде халифа еттіріп болдырдым дей. Аллах Та'аля в Коране говорит, что сделал вас руководителем этой земли. И как только Адам и Ева спустились и начали жить на этой земле,
Они стали владельцами этой земли, они стали руководителями этой земли. И поэтому все, что подчинилось, все, что не подчинилось, Адам, алейхиссалям, и его последующее потомство подчинило это. И поэтому нужно понимать, что Адам, алейхиссалям, это гость из рая. И мы, люди, его потомки, һәм без Адам, алейхиссалямның балалары, оныклары, бу дөньяда мәңгелеккә килмәгәнбез. Без монда вакытлыча гына. Если посмотреть другие религии, что они говорят, что земля – это Божья кара. Аллаһ Тәгаләнең газабы монда яшәү, Аллаһ газаплый безне дип. Но сез газап күрәсезме? Я вот газап не вижу, мне даже эта жизнь нравится, Аллаха шүкр. Я другую еще не пробовал, но это мне нравится, если жить по правилам, если эти правила не нарушать и стараться, альхамдулилля, достичь милости Всевышнего Аллаха, то эту жизнь можно прожить достойным и прекрасным и даже интересным образом. И поэтому, альхамдулилля, Адам, алейхиссалям, и его супруга, когда спустились на эту землю, они начали жить. Да, конечно же, для них это было словно наказание, но впоследствии они поняли, что это не наказание, это испытание. Это испытание Всевышнего Аллаха как раз жизнью. Аллах лишил их вечности их тел, но оставил вечность их душ. Безнең жаннар алар мәңге. Менә безнең монда матур бабайлар утыра. Яшьләре 70-80 булса дагы, аларның жаннары 12-14 яшьлек җегетләрнеке кебек. Шулай бит, чөнки жан искерми. Жан һәр вакытта да яшь. Ләкин безнең гәүдәләр ансы шул бераз бозыла. Ул инде бераз тавыш ала торган әйбер. И поэтому Всевышний Аллах Тааля не отправил нас, людей, на эту землю не ради того, чтобы поиздеваться каким-то образом, как думают некоторые сектанты, да, или каким-то образом эксперименты делать, да, как некоторые думают, что Аллах Тааля тут как доктор какие-то эксперименты делают. Нет. Аллах Тааля отправил нас просто ради того, чтобы вернуться к нам на родину. Наша родина – это джаннат, рай. А достойны ли мы вернуться на нашу родину, мы сначала должны пройти испытание. Если мы пройдем испытание, мы обучение пройдем, и потом будет экзамен в судный день. И как раз на этом экзамене будет решено, достоин ты ли вернуться в свой дом обратно в рай, в джаннат, потому что мы райские создания, наша основа из рая. Но достойны ли мы этого, покажет наша жизнь. Кому-то Аллах дает 40, 50, 70, кому-то 20 лет, но несмотря на все это длину, это называется жизнь. И за эту жизнь мы должны показать себя так, чтобы нами был доволен Всевышний Аллах, чтобы нами доволен был пророк, алейхиссалям, чтобы также довольны были нами наши родители. И лишь в этом случае, иншаллах, если все будут довольны нами, самое главное, будет доволен Аллах, то в этом случае, возможно, у нас есть шанс попасть обратно на свою родину, историческую родину. Итак, Адам, алейхиссалям, по хадисам, если посмотреть, был ниспослан на территорию современной Индии. В некоторых хадисах даже говорится, что это остров Шри-Ланка, где Цейлон, вот остров Цейлон, наверное, слышали, где у нас чай хороший делают со слоном, да, все знают. Говорится, что он был ниспослан туда, а наша прабабушка Ева Хава, она была ниспослана на территории современной Саудовской Аравии, то есть город Джидда, да? Джидда переводится с арабского языка как бабушка, поэтому между ними расстояние было около 6-7 тысяч километров. И говорится, что в течение нескольких десятков лет они искали друг друга. Дорог нет, городов нет, везде леса, везде болото, и поэтому они искали друг друга. Ау, Хава, ау, Ева, друг друга кричали, и в итоге они друг друга нашли. Как думаете, где они друг друга нашли? Самое удивительное то, что они нашли друг друга в долине Арафа, где мы сегодня хадж делаем. Да, кто в хадж ездил, хадж, как пророк алейхиссалям говорил, хадж Арафа. Хадж – это Арафат. То есть не вокруг черного камня ходить, да, вот это, мечеть, конечно же, харам, мечеть харам, там много савабов. Нет, самый смысл хаджа – это Арафат. Арафат предстояние на этой горе. Арафа тауына минеп, иртәдән башлап, акшам намазына кадәр дугада булу. Аллах белән иң якын вакыт сөйләшер өчен. Бөтен булган сорауларың Аллаһ Тәгаләдән сорап,
һәм шушы җавапны мәҗбүр рәвештә көтеп тору. Чөнки гарифәттә хаҗ вакытында соралгандыга җавапсыз калмый дигән. Как думаете, почему мы это делаем? Почему на Арафате мы делаем дуа? Потому что как раз наш праотец и наша прабабушка Адам, алейхиссалям, и его супруга Хауа нашли друг друга на этой горе. И вместе, плача, уже искренними слезами, да, конечно же, им было тяжело, они просили у Аллаха прощения, потому что они поняли свою ошибку. Так же, как и мы часто, у нас бывает, что мы живем идеальной жизнью, и бір уақыт сырлана башлайбыз. Тегесе шамый, бысы шамый, тегесе шамый, бысы шамый. Һәм шүкір иттереп яшәмәгәнгә Аллаһ Тәгалә синнән бой берне ала, һәм син бер нәрсәсез каласың. Бывает так, что мы живем прекрасной жизнью, а потом начинаем не благодарить Аллаха за то, что имеем. Нам что-то хочется все больше, больше, больше. Ну, как сказка с бабушкой, у которой у разбитого корыта. Она все больше, больше, больше хотела, в итоге у разбитого корыта осталось. Так же и у нас часто происходит. Просим больше, больше, Аллах Та'аля порой наоборот забирает. И поэтому Адам и Хава тоже, которые хотели самых высот, они наоборот упали. Почему? Потому что мы должны научиться благодарить за то, что мы уже сейчас имеем. И поэтому они, встретив друг друга, вот это дуа в Коране говорится: «Залямту нафси», «О Аллах, мы поистине принесли вред самим себе своей глупостью, то, что решились на такие плохие дела». Они попросили у Аллаха прощения. Аллах простил их на горе Арафат. И поэтому считается великой традицией всем мусульманам приходить на это историческое место, где первый человек и первые женщины попросили у Аллаха. То есть это очень, такое говоря русским языком, намоленное место. Потому что не только каждый год хаджи там дуа делают. Потому что Адам, алейхиссалям, Хава анабызанда дуа кылганнар. Гафу сурап. Һәм без дә анда гафу сорыйбыз. Мы же в хадж не ездим, чтобы миллионы долларов просить, чтобы богаче стать. Нет, мы приезжаем туда, чтобы с одной просьбой, чтобы Аллах Та'аля простил нас таким образом, чтобы, если внезапно мы к Нему уйдем, Аллах согласен, конечно, да, чтобы мы ушли как новорожденные дети, чистые, безгрешные. Потому что после того, как Адам и Ева попросили на горе Арафат, Аллах их простил настолько, что они остались словно детишки, чистые и безгрешные. Тот грех, который был совершен в раю, Аллах им простил. Итак, третий персонаж, Иблис, он тоже спускается. Он просит у Аллаха спустить, как мы уже на том уроке говорили, Аллах его спускает. И говорится, что он спускается в такое место, где находятся моря, и над этими морями острова, и над этими островами туманы. И он живет среди этих островов, у него говорится, что там есть дворец. Сегодня, конечно же, любители канала РЕН-ТВ всегда начинают говорить, что это Бермудский треугольник, потому что там туманно, там моря, и там острова, там и корабли, говорит, все тонут. Ну, мы не знаем. Может, это вообще где-нибудь там, не на Карибском море, может, это вообще тут Карское море где-нибудь близко, потому что Иблису что холодно, что жарко, ему разницы особо нету. И поэтому, где находится его штаб-квартира, мы не знаем, и знать нам особо так-то и не интересно, от этого нам лучше не станет. Но говорится, что спускается он на землю. У нас часто у мусульман возникает вопрос: Иблис, он един, а мы говорим много-много шайтанов. Откуда вообще вот эти шайтаны все взялись? У людей много вопросов. Отвечу. Как я вам уже рассказывал, Иблис, когда когда ушел с земли в сторону рая, на земле все джинны были убиты. Но где-нибудь джинны оставались еще? Кто помнит? Они оставались глубоко в пещерах, в морях, то есть они спрятались под землю, куда ангелы не заходили. Это были немногочисленные джинны. Вот. И тогда Иблис спустился в эти пещеры, из которых его вывели в рай, спустился и сказал: ребята, я с вами. Короче, говорит, меня киданули, я тоже думал, что если будешь хорошим, попадешь в рай. Ну, я в рай попал, говорит, но меня, говорит, подставили. И он начал собирать вокруг себя ватагу джиннов. А джинны, как думаете, они Аллаха любили в то время? Нет.
Потому что ангелы буквально несколько тысячелетий тому назад спустились и всех джиннов перебили. Их родителей, их бабушек, их отцов, их все племя. Поэтому они были очень злые на Аллаха. Они были очень злые на ангелов. И поэтому, когда Иблис спустился и сказал, что ребята, я вот с Аллахом был, ничего хорошего там не видел, джинны стали его лучшими помощниками. И поэтому мы их называем шайтаны, приспешниками Иблиса. Они с удовольствием согласились напакостить. И когда Иблис сказал, что самой лучшей пакостью по отношению ко Всевышнему Аллаху является как раз решение его плана, а его план заключался в чем? Чтобы унизить Аллаха посредством того, что он унизит людей. А как он унизит людей? Он же сказал Аллаху: «Раббым Аллах мені жерге түшір, мен жерге түшіп, әдәм балаларым барсындағын тур юлдан бездіремін. Һәм сен көрерсің, алар итәгатьсез затлар». То есть он сказал: «О Всевышний, спусти меня на землю, и я всех людей низведу с прямого пути и сделаю их неверующими». На что Аллах сказал: большинство все равно, говорит, верующими останутся, все равно, говорит, не сможешь их победить. И Аллах тогда дал ему разрешение. И поэтому Иблис, запомните, часто думают, что целью Иблиса являются войны, какие-нибудь страшные ситуации. Целью Иблиса, цель номер один, вот цифру поставьте, является, чтобы человек ушел с этой жизни неверующим. Имансыз болып кетсін. Цель Иблиса и его ватаги. И поэтому он готов пойти на любое дело. Он может научать тебе на ухо: мәчеткә барма, дингә шамма, Коръәнгә шамма, пейгамбер әкиятче ул. Он может по-разному обманывать. Но даже вот многие люди говорят, целью, говорит, дьявола является войны. Нет. Запомните, целью дьявола не является война. Война – это один из путей решения его проблемы. Почему? Потому что во время войны, где бы эта война ни происходила, в 40-х годах, 90-х годах, 150 лет тому назад, во время войны у человека вера пропадает. У него было раньше все, но тут началась война. И он кого начнет ругать? Иблиса? Нет. Он Аллах начнет ругать. Аллам, ник алдың миннен? Минем әтиянем бар иде, минем тегесе бар иде, бысы бар иде. Ник аласың миннен? То есть он будет ругать Аллаха. У него в сердце закрадется сомнение. Вообще, есть ли Аллах вообще? В то время как будто сотни, там, бомба упала, куда-то 100 детей умерло, да? И он сомневается: а зачем Аллах убил столько людей? Почему он позволил? Вот это и есть цель Иблиса. Наводнение, корабли тонут, самолеты тонут, там что бы либо ни происходит, его цель не убийство людей. Нет, он не кровожадный. Вы не думайте, дьявол абсолютно не кровожадный. Он вообще за то, чтобы люди 150-200 лет жили. Главное, чтобы прожили эту жизнь неверными, максимально набрали грехов. А то у нас думают, вообще дьявол какой-то коварный злодей, хочет, чтобы там дети в утробах умерли. Нет, это крайне невыгодно ему, потому что тот, кто умер в утробе, он попадает в рай. Поэтому дьяволу вообще это невыгодно. Ему выгодно, чтобы этот человек родился, прожил всю жизнь атеистом, неверным и умер неверным. И еще породил таких же неверных людей. Чтобы они не верили, что есть Всевышний Аллах, что есть судный день. Вот это его цель. И поэтому он готов пойти на все, он на все готов пойти. И даже алкоголь просто один из путей, чтобы человек отошел от веры. Потому что он поклялся Аллаху. Аллах талага ул уағда қылды. Раббым Аллах көбірек кішін алып кетешекпін өзім білән деп. Постараюсь так, чтобы больше со мной ушли. Потому что он один гореть внизу не хочет. Он хочет, чтобы его окружали миллионы, миллиарды людей. Итак, он спустился, собрал вокруг себя ватагу. Пока он эту ватагу собирал, Адам, алейхиссалям, не думайте, что это все вместе. Нет, они друг от друга далеко. Это сейчас везде нас джинны окружают, потому что миллионы лет уже прошли, да, тысячелетия прошли. Адам, алейхиссалям, со своей женой Хава начали жить. Говорится в хадисах, что Адам, алейхиссалям, знал многие ремесла, но не в понимании то, что он спустился, и у него там набор, как из Икеи, да, вот там то собирай, это собирай, у него шкаф будет, дом будет красивый. Нет, он умел изготавливать продукцию. Какая продукция, например? Он понимал, что чтобы, вот, например, дерево срубить, нужно что-то подобие топора. То есть у него была логика. Это был Homo sapiens, о котором говорят, что этот человек разумный. Даже вот ученые, если не ошибусь,
нет, не вспомню его имя, если вспомню, потом еще назову. Это ученый говорит, что даже если мы будем выкапывать, говорит, слои земли, мы увидим, что 50 тысяч лет тому назад вот, были, говорит, что-то вот подобие обезьяноподобных людей, ничего не делали. Но если, говорит, мы выкопаем тот слой, который был 50 тысяч лет тому назад, то мы увидим, что Homo sapiens пришел внезапно и пришел таким образом, что у него были уже инструменты. То есть у него были инструменты на руках. А то, что было буквально 100 лет тому назад, он ничего не умел. Поэтому даже если подойти как раз с этой точки зрения, мы поймем, что Адам, алейхиссалям, который пришел даже в хадисы, есть такие хадисы, в которых говорится, что 30-40 тысяч лет тому назад, но наука говорит сегодня, что 50 тысяч лет тому назад первый человек, который пришел, он имел инструмент. И Аллах об этом, и пророк Мухаммад, алейхиссалям, об этом говорит, что Адам был обучен тому, чтобы что-то изготавливать. Он умел делать продукцию. То есть он не был собирателем, он был ремесленником. У него были какие-то возможности. Итак, они начали жить со своей женой. Они изготовили жилье, начали жить, начали там пасти скот и растить растения. И у них начали уже рождаться дети. Это естественный фактор, так как мужчина и женщина равняются детишкой. Это мы все прекрасно знаем. В некоторых хадисах говорится, что их было 20, в некоторых, что 30, в некоторых говорится, что 40. Особой разницы нет. Мы потому что свое внимание переключим только на 3 из этих детей. На 3, как раз, которые упомянуты в Коране. Почему? Потому что у пророка Адама, алейхиссалям, каждый год или каждые несколько лет рождалась двойня. Это был мальчик, это была девочка. И через несколько лет снова мальчик, девочка рождались. И когда они уже повзрослели, уже прошли подростковый возраст, они уже юноши, они уже прекрасные девушки, Адам, алейхиссалям, разрешил им жениться. Но главное, чтобы сестра и брат не женились. Женились, чтобы 2 разных потока объединялось. То есть крест-накрест, да, вот так происходило. И первым сыном Адама, алейхиссалям, был Кабиль. Я думаю, все о нем слышали. Да, Кабиль, он Адам, алейхиссалямның бірінші малайы иде. Һәм инде икенче малайы Хабиль. И когда они стали уже взрослые, он женил вот эту парочку между собой. Кабиль женился на сестре Хабиля, Хабиль женился на сестре Кабиля. И вот, самое интересное, как раз Санта-Барбара начинается первое тут. Не сегодня вот эти Санта-Барбары, вот тогда уже началась первая Санта-Барбара, потому что есть хадисы, в котором говорится, что Кабиль был недоволен сестрой Хабиля. Она ему не нравилась. В некоторых даже, это, конечно, источниках, да, Аккада, такая книга есть, да, Ягуди, этой книге рассказывается, что у него был такой нос с горбинкой, и ему это очень не нравилось. И поэтому он переключал свое внимание на свою родную сестру. Но на родной сестре нельзя было жениться. Поймите, что у каждого пророка был свой шариат, да? Если сегодня нам, безусловно, нельзя на родных сестрах жениться, тогда можно было, по той простой причине, что других просто не было. Это были первые люди. А запрет, шариат запрещал то, что ты мог на 2-м потоке жениться, но на 1-м потоке своем ты не мог. Поэтому он очень сильно любил свою родную сестру, а жену свою терпеть не мог. Жена у него была хорошая. Там и варила, и мыла, и помогала, но была некрасивая. Ну, что поделаешь? Аллах Та'аля так предрек тебе, вот поэтому это твое испытание, ты должен нести вот это испытание самым наилучшим образом. Но его это постоянно бесило, ему это постоянно не нравилось, были склоки, были недопонимания. А тут еще назло, Хабиль, у него жена-то красавица, да? Мы же мужчины, нам всегда хочется, чтобы у нас красивые жены были. Хабиль жил довольный. А это еще сильнее бесило Хабиля. Ты же видишь, что девушка, которую ты любишь, живет с другим мужиком. А они еще и довольны живут при этом. У них еще и получается при этом. Поэтому ему было очень тяжело. И несколько раз и с женой у него недопонимания происходили, но все равно мусор из избы они еще не вытаскивали. В Коране как раз рассказывается история, в которой говорится, что Кабиль и Хабиль однажды получили от Аллаха приказ сделать курбан чалырга. Ләкин аларның курбаннары безнең курбан түгел. Башка була. Чөнки алар меңләгән ел элек яшәгәннәр һәм аларның шаригатлары, аларның гадәтләре безнекеннән аерылып торган була. И сказано было им:
из того, что вы получаете, вы должны принести курбан Аллаху, да, из того, что вы получаете. А Кабиль был как раз земледельцем, он растил пшеницу, рожь, вот такие вот злаки. Хабиль был скотоводом, у него были овцы. И поэтому они выбрали, Хабиль выбрал самого лучшего барана из своего племени и из того, что у него было. И вот этого барана он заколол и принес на гору, которая была в этой деревне, где они жили. Да? Там уже, представьте себе, там уже человек 40-50 жил, это уже такой поселок был неплохой. Вот. И на этой горе был алтарь. Не тот алтарь, который мы с вами видим, да, про фильмов про многобожников, нет. Это был каменный пьедестал, и их традиция заключалась в том, что они приносили свой курбан и ставили вот на этот пьедестал. И уходили с этого места. И если Аллах Тааля принимал этот курбан, туда либо била молния, либо происходило самовозгорание. И вот эта жертва, вот этот курбан загорался, и если оттуда начинал исходить дым, люди начинали понимать, что Аллах принял курбан. Ну, имеется в виду, раздавать-то некому, тут все довольны, у всех кушать много есть. Прям мечта Ленина, да, колхоз такой хороший. Ну, поставил он своего барана, баран загорелся, ушел. На следующий день Кабиль, он был так зол на своего брата, у него очень много негатива было по отношению к нему, что он, увидев, что у Хабиля курбан принялся, он махнул рукой, говорит, я каждый год и так, говорит, даю вот этот курбан. Что мне, говорит, в этом году давать? И собрал самую плохую рожь, которая у него вообще была. Поднял эту рожь, положил туда и спустился, и смотрит. Час, два, три, день прошел. А у него это щербеткен, икмеген, ята шолай ята, бір кімді алмаған, бір қоя кетмеген. То есть то, что он положил, так лежит и лежит. Никому это не нужно. И тогда, увидев вот это, он еще сильнее психанул. Чего, говорит, Аллах не принимает, чего его больше? То есть у него появляется эгоизм, самомнение. То есть у первого человека, мы сегодня удивляемся, что порой даже у хазратов, у каких-то там шейхов, дети какие-то не особо верующие, да? У первого человека Адама, с которым Аллах, по хадису, знаете, разговаривал без посредников, без пророков, без ангелов, даже у него был сын, который совершил ошибку. И в чем его ошибка заключалась? То, что вечером он пришел к дому брата и сказал, я, говорит, тобой недоволен, ты мне не нравишься, ты меня бесишь, и все. Брат говорит, ну извини, Аллах меня таким создал, Аллах тебя таким создал, надо, говорит, друга терпеть, сабр делать, надо уважительно друг к другу. Давай, говорит, тут мне мораль, говорит, не читай, я тебе, говорит, сейчас вообще ударю. Тот ему что говорит? Ты, говорит, можешь меня ударить, только в ответ я тебя не ударю. Я тебя сейчас вообще, говорит, убью. И в Коране вот этот эпизод рассказывается. Ты, говорит, даже если поднимешь на меня руку, я все равно, говорит, в ответ ничего поднимать не буду. Потому что Аллах, говорит, запретил. Если, говорит, ты с ума сходишь, я, говорит, сходить не буду. И тут он не выдерживает, берет камень и бьет плашмя своему брату в голову. От первого удара прямо Хабиль падает замертво и умирает. Конечно же, человек после ошибки понимает, что совершил глупый поступок. Но особо у Аллаха прощения спешить не бежит, потому что у него, опять же, вот эта проблема, которая была у Иблиса. То, что он считает, что он прав. Он видит, что он совершил неправильно. Он видит, что ведет себя в пучину огня, в ад. Но он все равно думает, что он прав. И тогда он ищет пути, как скрыть свое злодеяние. Тут же труп лежит. Бұл бет енді өлі гәудені қайдыр қойырға керек. Бұл гәуде сасып ята алмай бет енді мында. Жүтегенде бара, мында бара, қойырға бір орын жоқ. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә ике карганы җибәрә. Каргалар килеп төшәләр, бер-берсе белән сугыша башлыйлар. Һәм бер карга икенче карганы шыңкып бетергәч, шуны тәбии белән шыкыр казый да күмеп куя. И видит, что в этот момент, когда он лежит рядом со своим братом, даже у Рембрандта такая картина есть, кому интересно, как Каин над Авелем стоит. Ну, конечно, так, аллегории, просто интересно посмотреть.
И в этот момент он видит, что две вороны между собой дерутся, и одна умирает. И вот эта ворона начинает закапывать вторую. И поэтому он своими вот пальцами начинает рыть. Сам плачет, сам понимает, что совершил злодеяние, но не понимает, что надо просить у Аллаха. Он выкапывает могилу своими пальцами. Все пальцы у него в крови, но несмотря на это он закапывает. Тот же ночь берет жену, детишек своих и убегает из этой земли. Кстати, говорится, что они жили рядом с горами, а он убегает на равнины, на плоские места. И начинает там жить отдельно. Адам, алейхиссалям, за ним не бежит. Он понимает, что сын совершил проступок, и это своего рода наказание, то есть изгнание. Да? Раньше такое понятие было. Сегодня у нас в тюрьму изгоняют, хотя в Сибирь изгоняли. И он изгнан. Но, безусловно, среди детей Адама были те, которые сочувствовали. Были те, которые были недовольны теми нормами, которые, например, Адам заповедовал. Были, как и везде, в любом обществе, я не скажу, конечно, нормальном, но в любом обществе есть недовольные. И не потому, что Аллах их так создал, да, а потому что мы люди. Мы не можем всегда со всем соглашаться. Все равно угодить всем невозможно, это нереально. Потому что у нас есть уз фикребез, уз ихтиярабез, и поэтому угождание – это не наш вопрос. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда умирает Хабиль, дает ему уже нового ребенка, Шис. Это последний ребенок. Если 30-й, то 31-й. Если хадис берем как 40-й, то это 41-й ребенок, который рождается потом и становится также пророком. За все это время, которое Адам, алейхиссалям, проживает, и говорится, что в хадисах он прожил 960 лет, почти 1000 без 40, он разговаривает с Аллахом, проповедует среди своих детей. Как я говорю, есть среди них и те, которые соглашаются, есть тех, которые и не соглашаются, но потихонечку, ближе, когда уже происходит кончина Адама, многие люди, можно сказать, даже половина жителей вот этого города, где жил Адам, и его младший сын Шис, который также стал пророком, перенял бразды правления от отца, около половины переезжает в сторону долины, где живет как раз Кабиль со своей женой. Не думайте, что Кабиль прям такой же злодей. Ну, злодей, конечно, совершил убийство, это, безусловно, страшно. Но имеется в виду, он поклонение Аллаху не оставил. Он Аллаху намаз читал, он дуа по-своему делал, по-своему ураза пытался делать. Вот. Но совершил злодеяние и не покаялся за это. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля очень сильно разгневан на него. И даже в хадисах говорится, что какое бы убийство ни было совершено, часть греха перепадет все равно на Кабиля, так как он ввел вот эту традицию. Традицию того, что люди друг друга убивают. Поэтому это будет наказанием Аллаха за Кабилю, за этот проступок. Итак, сейчас мы с вами расскажем, что же происходило в эти моменты. Когда Кабиль переселился, он, во-первых, в своей деревне убирает все те традиции, которые были у него в том городе, где жил он с Адамом. Женщины начинают уже петь, танцевать, мужчинам это нравится, развлекуха, отдых, танцы, это становится нормой. И даже прям есть хадис, в котором говорится, что пастух из рода Адама однажды пасет свою скотину рядом с поселком, где вот жил Кабиль и его род, возможно, Кабиль уже не был жив в это время, он слышит вот это пение. И, услышав это пение, он оставляет свою скотину и идет, и через кусты прямо смотрит, какие там красивые девушки, танцуют, поют. Уже что-то подобие вина у них было, да, возможно, это были ягоды, такие пьянящие ягоды же существуют. И они вот это все употребляют и входят в какой-то экстаз. То есть, ляззат кабир лептролар. Аминда был пастух, а что пастуху-то? Мужик-то простой, ему понравился, он пошел, отдохнул, и с девушками там отдохнул, со всеми отдохнул, да. Еще зина тогда не было, но отдыхает, общается, кушает вот эти ягоды или что-то подобие вина. Ему это нравится. Он возвращается домой, а жена-то ему не нравится, как часто бывает, да. И поэтому он
потихонечку мужикам там местным рассказывают: «Вот тегенде кызлар шәп икән күрше авылда», ди, «Әйдәгез киттек күрше авылга». И на следующий там день или через несколько дней уже не один, а толпа мужиков идет. И так вот каждый день они начинают туда ходить. Ну, то же самое, что у нас было в советское время: мораль, норма, культура, традиции, да, духовные скрепы. И потом вот этот дикий капитализм в 90-х, да, когда все там уходят чуть ли не толпами в проституцию, в наркоманию, в алкоголизм. И вот это и происходит как раз с этим племенем. Шис, он уже пророк, он предводитель племени, он начинает людям проповедовать: нельзя, ребята, туда ходить, не надо туда ходить. Это, ребята, основа у них плохая. И переломным моментом является то, что в селе, где живут вот потомки Каина, да, Кабиля, они начинают совершать прелюбодеяние, зина. И после этого вообще большинство покидают село Адама. И там остается, кроме как, несколько семей. И большинство людей туда переезжает. И как раз Шис, когда он уже умирает, говорится, что у него было 50 свитков, и он обучал, по-своему людям нормы давал шариатские того времени, что он уже, когда умирает, что рядом с ним было всего лишь несколько семей, которые после смерти Шиса также переехали, так как социальный тип устройства человеческой жизни предполагал вот это, они не могли отдельно жить, поэтому то мгновение, которое вот в течение 2000 лет, мы можем обозначить то, что люди очень быстро отошли от норм религии, морали и вообще культурной традиции, что они как раз предались вот этим первобытным традициям, животным традициям, в то время как Адам — это была мораль, это была религия, это были нормы, это была программа развития. Но человеческая животная сущность возобладала вверх, она была сильнее. И поэтому так же, как и у нас, порой мы такие религиозные, у нас сакал, тюбетейка, мы такие религиозные, а иногда наша животная сущность может нас перебороть. Красивая женщина, там, что-то вот дешевое, охота купить, вот там алкоголь кого-то может перебороть, кого-то обман может перебороть. Мы тоже можем внезапно упасть. И это страшно. Поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, всегда предупреждал нас и говорил, что порой человек с утра может проснуться верующим, а ночью спать, лечь далеким от веры человеком. Почему? Потому что свет веры, вот этот нур имана, он может угасать. И поэтому, если рядом с нами нету проповедников, сильных людей, которые обучают нас вере, иманға, динге нағатып үйретіп тұрмасалар, біздің иман нұрыбыз сүнә, ол биіктен қорқыныш әйбір болып тұра. И поэтому вот эти два тысячелетия, которые они прожили, это явный признак того, что человек без религии – это почти животное. Если мы утратим религию, если мы утратим нормы, которые Аллах Та'аля проповедовал в своих книгах, через своих пророков, то мы деградируем, как часто происходит вообще с людьми. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Та'аля дает нам знания через прекрасных проповедников, через прекрасные книги, через прекрасные учения, чтобы посредством них мы не только возрождали свою веру, а также возрождали свою мораль. Мораль – это очень важный фактор. Возрождали свою культуру, свои традиции и не терялись в этом огромном потоке дуньи, вот этого мировой трясины, который может легко каждого из нас засосать. И вот, и уже, иншаллах, на следующий урок мы продолжим. Хочу предысторию сказать, что следующий пророк, которого мы будем изучать, это будет пророк Нух. То, что пророк Ной рождается уже в то время, когда практически все люди уже забыли, кто такой Аллах. А время, когда пришел Адам на эту землю и пришел пророк Нух, это буквально 3,5-4 тысячелетия. Представьте себе, они даже забыли, кто такой Аллах вообще.
Как это легко забыть? И как это тяжело вспомнить? И поэтому Аллах Та'аля отправляет пророков, историю которых, иншаллах, мы с вами продолжим изучать каждый четверг. Субханаллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля ант, ва настагфируллаха ва атубу илейх.